Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В Якутии в минус 40 испытывают японские шины. Производители автошин постоянно выискивают лучшие способы улучшения резинового продукта, который впервые появился на свет более 100 лет назад. Как отрасли помогут якутские морозы, какие температуры наилучшие для испытаний. Об этом и не только мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя Чияки Нояма, начальника департамента испытания японских зимних шин компании Bridgestone. Здравствуйте. Здравствуйте. Испытания шин для вашей компании в окрестностях города Якутска проводятся уже не первый год. За это время какие успехи достигнуты и какие изменения произошли? Что нового вы открыли для себя? 私たちは最初地球温暖化のせいで、雪の試験、氷の試験がだいたい12月から2月ぐらいまでやっていったのがだんだん短くなってきた。Получается, из-за глобального потепления мест, где можно проводить тестирование зимних шин, не так много. И первый наш тест в Якутске прошел в 2012 году. Тогда мы проводили тесты 2 раза в год в самое холодное время. Это, получается, осенью было и зимой. И ближе к 2018 года мы уже тесты начали проводить только в зимнее время, в самую холодную зиму. マイナス40度に下がるようなところでのタイヤの性能の評価を始めて今年が3回目になります。В этот раз температура в окрестностях Якутска была минус 47 градусов. Какие температурные режимы лучше для таких испытаний? То есть все-таки чем ниже температура, тем лучше. はい、タイヤがゴムの性能が Позавчера в Кангаласах мы зафиксировали температуру минус 50 градусов. До этого мы проводили тесты и на Хоккайдо, и в Швеции. Но таких холодных температур, как в Якутске, мы не могли найти. И он думает, что то есть шины, они меняются, то есть деформируются уже при минус 37 градусах, поэтому чем ниже температура, тем лучше для наших тестов. Ну, в этом году зима у нас очень непредсказуемая. Вчера минус 47, сегодня минус 32. Перепады температуры достигают 20 градусов за один день. Как в эти дни проходят испытания? Как-то влияет амплитуда такая широкая на результаты или, в принципе, не важно? 低温税化といってゴムが硬くなる性能っていうのはさっきも言ったようにマイナス37度よりも下がったところなんですけども、それよりも下がらなかったらば Да, как вы и сказали, температура очень сильно менялась в последнее время. При холодных температурах резина шин, она очень сильно портится, и поэтому для нас в перспективе важно, чтобы мы проводили тесты только в холодное время, потому что если проводить тесты в теплое время, то результаты желаемого мы не сможем обнаружить. Но все равно в 35 мы продолжаем работать без выходных. 壊れるかもしれないテストをやるようにしています。 Самая главная цель — это все-таки наши якутские морозы, во время которых вы испытываете морозоустойчивость шин. Какие еще, кроме низких температур, для вас важные условия? Какие еще испытания вы, скажем так, каким испытаниям подвергаете ваши изделия? Испытывать зимние шины можно в разных условиях. Допустим, есть такие сооружения, похожие на холодильники, в которых хранятся шины, и там охлаждаются, и можно посмотреть, как они потом изменяются. Но в Якутии мы можем на большой широкой земле в холодное время посмотреть именно морозостойкость шин, поэтому Якутия является уникальным объектом для полигона. И показатели, по которым мы выявляем, они бывают разные. То есть мы рассматриваем и как шины ведут себя на ледовом треке, на снеговом треке, и какова скорость торможения, скорость разгона и так далее. Как непосредственно выглядят сами испытания? Вы одеваете эти шины на машину и заставляете ездить в различных условиях. Кто предоставляет эти машины? Добровольцы или какие-то специальные люди? И, подробнее о самих испытаниях. 雑誌ドイツの
ジャーナリスト Когда мы начали проводить тесты в 2012 году, я прочитала статью в немецком журнале, в котором говорились способности разных машин. Прочитав эту статью, я понял, что нам лучше всего использовать Volkswagen Golf, на котором мы сейчас тоже проводим шины. То есть с 2012 года по 2020 год мы используем одну и ту же машину. Что хотим сказать о шинах? Да, мы меняем эти шины и смотрим, как они ведут себя на различных треках. Используем шины мы не только от компании Bridgestone, но также от компаний Continental, Nokian и Goodyear. То есть мы тестируем шины разных компаний. 比較しながらテストをしています。 Как бы вы могли оценить работу якутских коллег, с кем вам пришлось проводить эти испытания? ですね、2012年に初めて来た時にはやっぱりテストってどういうものかって分からなかったし、さらに Он очень ценит нынешнюю команду, с которой он начал работать еще с 2012 года. Он говорит, что когда мы начали проводить тесты в 2012 году, команда еще не знала, как правильно проводить тесты, как подготавливать треки. Всему этому они научились и сейчас стали профессионально своему делу. Также они очень продвинулись в технологии замены шин, и он очень доволен нашими якутскими ребятами. 整備すればいいかっていうのが分かりました。で、タイヤ交換するタイヤ交換の仕方もね、私がいろいろ教えた回もあって、非常に皆さん上手になりました。今はすごく助かっています。 Ну, вот, то есть те условия для испытаний, которые создают в Якутии на территории Торкангаласа, полностью вас устраивают? Да, он очень доволен. А кто сейчас основной потребитель зимних шин, кроме России? Потому что в связи, может быть, с угрозой всемирного глобального потепления вскоре вовсе отпадет необходимость в зимних шинах, и покупателя, грубо говоря, не останется. Нет ли такой опасности? Нет ли такого опасения у вас в компании? はい、ブリヂストンのタイヤは基本的に世界中で、販売しています。で、もちろん冬用のタイヤは、雪が Помимо России, основным потребителем шин Bridgestone является Европа и Америка. Также зимние шины используются в странах, где холодно и где выпадает снег. Насчет глобального потепления я могу сказать, что даже если такое случится, я не думаю, что по всему миру резко настанет плюсовая температура, которая будет длиться весь год. И, допустим, в Якутске, я думаю, что все равно, даже если снег не будет выпадать, образование льда, то есть гололеда, оно может возникнуть, поэтому зимние шины все равно пригодятся в будущем. 夏用のタイヤで走ると非常に危険なので、この先もずっと冬用のタイヤは必要だと思います。 Но мне кажется, что Якутск в любом случае будет потребителем. В последнее время, естественно, прогресс не стоит на месте, и всевозможные инновации в изготовлении шин все равно присутствуют. Какие новые интересные разработки ожидать в ближайшее время, или уже они существуют и буквально вот на днях появятся на рынке? そうですね。ブリヂストンも日本ではカーメーカーのトヨタさん Да, я полностью согласен с вами. Насчет дальнейших разработок мы сейчас работаем над тем, чтобы изготавливать шины, которые безвоздушные шины, air-free шины, и также мы сейчас изготавливаем шины, которые будут полезны, то есть необходимы для автоматического управления машиной. 用のタイヤだとかね、そういうものも開発しています。 Но вот если говорить об экологии, есть ли в компании какая-то программа по переработке старых автомобильных покрышек? Может быть, каким-то образом автовладельцы их сдают, там получают какие-то за это бонусы или скидки на новые комплекты резин? Как с этим обстоит обстановка? 乗用車のタイヤはもうすり減ってしまったらば、もう一回走らせるっていうリサイクルの方法はないんですけど。 Компания Bridgestone уже перерабатывает старые шины. Допустим, мы берем шины от легковых машин, мы перерабатываем их и используем в качестве топлива. Шины от грузовых машин мы их перерабатываем и изготавливаем из них новые шины. プレットの部分を張り替えて、もう一回新しいタイヤとして、使えるように、そういうリサイクルもしています。
Вот если говорить о долгосрочной перспективе, то останется ли Якутия тем самым полигоном, на котором будут испытывать шины постоянно? Как долго у вас продлится текущий договор? И какие перспективы дальнейшего развития с нашей республикой вы видите? まあ開発が、また始まればですね、 Мы думаем о дальнейшем продолжении работы с полигоном в Кангаласах. Насчет будущего можно сказать, что у полигона очень огромные перспективы, и мы будем сейчас вкладывать силы в то, чтобы развить его все еще больше, и чтобы технологии тоже стали намного лучше. 変えていっていただけるかなと、そういう協力はできると思います。 Ну, наверняка вы успели заметить, что на улицах нашего города подавляющее большинство автомобилей — это японские автомобили. Как воспринимают обычные рядовые автолюбители вот такие серьезные испытания автомобильной резины? ですけど普通運転手の人たちにインタビューしたことがないのでよくわからないんですけれども、私から申し上げたいことは、まず Да, я заметил, что в Якутске очень много японских машин. Я думаю, я даже не знаю, что сказать о мнении обычных обывателей про наши тесты, но я хотела бы сейчас помочь всем водителям японских машин, ну и не только японских машин, в зимнее время, некоторыми советами. Пожалуйста, не ездите зимой на летних шинах, это очень опасно. Также было бы очень хорошо, если бы один раз в неделю или один раз в 2 недели водители бы проверяли давление в шинах, потому что если давление очень сильно упадет, это может способствовать тому, что случаются аварии, и вообще разрыв шин и так далее. 走ることができなくなるので、それは気をつけていただきたいと思っています。 Что ж, я благодарю вас за беседу. Огромное спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Ну, успехов в ваших дальнейших испытаниях. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был Чияки Аяма, начальник департамента испытаний зимних шин компании Bridgestone. До встречи в эфире.